Мусор, который портит окружающую природу, чистая вода, необходимая для жизни на планете – все это экология, которую нужно беречь и сохранять. Как это сделать, точные ответы есть у специалистов Минприроды. Отвечая на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ, руководитель ведомства обозначил приоритетные задачи, а также подвел итоги первых 100 дней работы в ранге министра. 100 дней работы с момента назначения на должность исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии. Первые результаты в рамках нацпроекта «Экология». Магомед Евлоев подвел первые итоги своей деятельности. Тема пресс-конференции «Экологическая безопасность Ингушетии». Вопросов, интересующих журналистов, много, и они довольно актуальны на сегодняшний день. В числе наиболее важных проблем несанкционированных свалок. Работа по их ликвидации ведется постоянно, отметил руководитель ведомства. Более того, на 2021-2022 годы запланирована ликвидация одной из самых крупных свалок в Малгобеке. Площадь полигона свыше 20 гектаров. Запланирована ликвидация свалки в городе Малгобек общей площадью 20,8 гектара. Данная свалка является одной из самых крупных в республике. Наша заявка была одобрена. Ликвидация свалки намечена в 2021-2023 года. Общая сумма ликвидации свалки 1 миллиард 319 миллионов. Неоднократно в рамках нацпроекта «Экология и вода России» в населенных пунктах проводились субботники по сбору мусора в местах отдыха людей, в городской черте у побережья водных объектов. Поэтапно проводятся берегоукрепительные работы на реках и экологическая реабилитация прудов. У нас была экологическая реабилитация пруда в городе Сунжа. Далее в Назране у нас последний завершающий этап, то есть тоже очистка донных отложений полностью. За счет этого там шло улучшение экологической жизни порядка 5000 человек в городе Назрань. Дело в том, что у нас далее идет сейчас, до конца этого года должно быть завершено тоже экологическая реабилитация пруда в городе Карабах, тоже масштабный проект в рамках нацпроекта «Экология», общей стоимостью 101 миллион. Дело в том, что у нас также идут берегоукрепительные работы в русло рек, в некоторых местах мы укрепляем. И на следующие годы также планируем очистить также городской пруд города Малгобек. Интересовали прессу и вопросы профилактики лесных пожаров. Ход реализации нацпроекта «Сохранение лесов». Отрадно слышать, что с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда не зарегистрировано ни одного возгорания. Патрулирование лесных массивов проводится регулярно. Более того, для повышения качества работы с привлечением инвесторов удалось заключить договора на приобретение квадроциклов, горных мотоциклов и квадрокоптеров, с помощью которых можно будет мониторить труднодоступные места. На постоянной основе ведется и борьба с незаконной вырубкой лесов. В этой части у нас создана оперативная группа. Совместно с сотрудниками Минприроды, также МВД, ФСБ подключились. Проводим рейдовые мероприятия. Было выявлено несколько случаев, по которым материал направлен в соответствующий следственный орган. Работа будет продолжаться, и будем с этим бороться. До конца этого года в новом издании наконец выйдет в свет и Красная книга Ингушетии. Срок действия Красной книги прошел в 2017 году. Необходимые средства на это примерно около 3,5 миллионов. Но, опять же, в бюджете их нету, но, несмотря на это, мы эту работу начали. И до конца года мы постараемся так, чтобы наша Красная книга была готова к распечатанию. Что касается планов на ближайшее время, то уже на сентябрь Министерством природных ресурсов запланирован ряд мероприятий, в числе которых проведение Дня реки Сунжа, эко-субботников и акций «Посади дерево». Мадина Джанхотова, Джамалил Дударов, Дени Тимурдиев, Вести Ингушетия.